Двустороннее движение с 4 полосами по 3,5 метра каждая. Такой новый вид обрела дорога по улице Херсонская. Общая ширина дорожного полотна составила 14 метров. Уже проведены земляные работы с уплотнением и устройством ПГС. По всей протяженности установлен бордюрный камень и краевой, и разделительный. С 31 августа началась и до конца недели будет завершена укладка асфальтобетонного покрытия. У нас здесь как? Это правая полоса отдельно разъединенная. Это двустороннее движение. Знаки уже устанавливают. Уже сегодня две полосы, да? Да, необходимые знаки сегодня установили. Прямо заезжая с правой стороны, дорога идет. Вот туда вправо. Как раз да? соединение, тротуар, асфальт, здесь 3-4 дороги соединяются. Также заказаны столбы освещения, которые в течение 30-35 дней будут доставлены. Оставшиеся 270 метров указанной улицы, разделяющиеся аллеей, будут также отремонтированы при завершении работ на основном участке протяженностью 830 метров. Все работы по объекту, включая укладку тротуаров и озеленение улицы, будут завершены до конца октября. Общая стоимость проведения указанных работ по данной улице составит около 40 миллионов рублей. А сейчас вот так будет. А сейчас разгружает город, Да, окольным путем мы можем город. А потом попасть. там же все. Там какой-то промежуток остался, вот Черчи, выбор Черчи, но они все залатали. наши, да. Они полатали там ее. Хотя бы, ну давай еще. Да, мало хачевали, да, чермен голда там удали. А сейчас как бачу. Ханс дюжван, где через раз на терек выскочил и пошел туда дальше. Это вот большое дело, потому что дорога это настолько, поэтому Хамадхану Хамбартл Голд, Едарига ди, вы молу хаду хам, на хадеш душань. Дорога полностью будет завершена, Махмуд Алимукшевич, до конца октября, потому что со столбами у нас. Ну, со столбами. Да. Ну, дорога так. Дорога-то в сентябре будет завершена. Но вы же ее не перекрываете? Нет, свободный проезд. В 2022 году Минавтодор Ингушетии снова досрочно реализовала указанный нацпроект, выполнив все запланированные на год объемы работ со 100% технической готовностью и кассовым исполнением 100%. В настоящее время в рамках нацпроекта приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры. Хава Султыгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.